Всем добрый день, компания Прогресс Авто снова с вами. Сегодня мы наконец-то дождались. У нас в продаже появился очередной трактор с фронтальной установкой. Это Yanmar F7. Фронтальная установка грузоподъемностью 200 кг. Посмотрите, какой красавчик прибыл к нам с японского аукциона. Близится сезон. Весна уже практически в самом разгаре. Это видно по пейзажу вокруг. Грязь, слякоть. Самое время для трактора. Ну и давайте сделаем небольшой обзор на данный трактор. Посмотрим на его общее состояние. Немножко поговорим о его функциях. И в принципе все. Потому что вы знаете, что если вы попросите, мы снимем очень подробный обзор. Отправим вам его на WhatsApp или куда угодно. Если у вас уже появляется реальный интерес к покупке того или иного трактора, который вы можете выбрать у нас. Итак, Yanmar F7. Полноприводный японский мини-трактор. Начнем, пожалуй, с резины. Не будем изменять традициям. Резина здесь в очень хорошем состоянии. Растрескиваний нет. Имеется небольшой износ протектора елочки, но он совсем не критичный. Главное, что нет каких-либо трещин, глубоких, да и не глубоких тоже мы в принципе не видим. По передним колесам наблюдаем аналогичную картину. Трещин нет, есть небольшой износ протектора, но эти колеса еще будут долго и долго служить вам верой и правдой. И заднее колесо по левому борту, соответственно, тоже в отличном состоянии. Да, колеса мы ставим 5 из 5. Что касается фронтальной установки, как я уже сказал, фронтальная установка грузоподъемностью 200 кг. Цилиндры без царапин, задиров, коррозии. Давайте на них посмотрим. Цилиндры в хорошем состоянии со всех сторон. Что касается гидролиний, тоже потеков никаких не наблюдается. Все сухо, так как и должно быть. Сзади у данного трактора в комплекте нет никакого навесного оборудования. Навеска у нас трехточечная, соответственно, есть два крыла, место под центральный винт, даже палец в наличии. То есть достаточно установить центральный винт, и будет вам полноценная трехточка. И сюда уже можно будет навешать и фрезу, и копалку, сажалку, все что угодно. Вот. Так как данный трактор без фрезы, соответственно, стоимость его на порядок меньше. Но есть кун, поэтому трактор даже без фрезы подойдет под огромный спектр задач. Что касается органов управления, все стандартно. Сцепление, коробка, раздатка, понижайка. Здесь у нас включение-отключение полного привода, гидрокран и вал отбора мощности, блокировка заднего дифференциала. По правой стороне у нас управление фрезой, поднятие, опускание и всевозможные гидронастройки. Здесь вот у нас есть гидроцилиндр, соответственно, вы можете управлять и наклоном по горизонту, и в принципе всем чем угодно. Наработка данного трактора составляет 908 моточасов. И давайте приступим к самому интересному, а именно к запуску данного трактора. Поворачиваем зажигание, кому-то достанется полбака солярочки, и запустим трактор. Довольно-таки легко трактор запускается, работает тихо и ровно. И самое интересное, это у нас проверка нашей фронтальной установки. Влево-вправо отклонение рычага дают нам управлять нашим непосредственно ковшом. И от себя опускаем ковш, на себя ковш поднимаем. Все работает прекрасно, все работает плавно и мягенько. Вот такой вот мини-трактор Yanmar F7 прибыл к нам. Кстати, тест на гидроусилитель
Гидроусилителя здесь не имеется, к сожалению. Ну да ладно, зато есть кун, и это главное. Мини-трактор Yanmar F7 компании Progress Auto специально для вас. Смотрите видео, комментируйте, задавайте вопросы, всегда подскажем, всегда вам ответим. Всем пока!